Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Участники автопробега в отпуск на автомобиле, призванного продемонстрировать преимущество использования природного газа в качестве моторного топлива, стартовал 11 сентября в Санкт-Петербурге. Участники преодолели уже около 5000 километров. Колонна машин на газовом топливе намерена через всю страну доехать до Мирного. О том, как проходит автопробег, об ожиданиях и реальностях проекта, мы поговорим с моим собеседником. Это участник автопробега Санкт-Петербург-Мирный, предприниматель из Санкт-Петербурга Андрей Ломагин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Ну, расскажите, где вы сейчас находитесь, какая часть пути уже пройдена и укладываетесь ли в намеченные графики? Сейчас мы находимся в городе Кемерово. В данный момент нам коллеги из Кемерово проводят экскурсию, ну не мне, конечно, а участникам пробега по местным достопримечательностям, в частности Кремль, крепость Кемеровская, точнее Новокузнецкая, к сожалению, да. Мы находимся в Новокузнецке, я уже несколько спешу. Мы после этого выдвигаемся в Кемерово, пробег 5200 километров, у нас где-то такая дистанция. Так что мы сейчас находимся в Новокузнецке и выезжаем в Кемерово. Ну а какие цели преследует этот автопробег, интересно очень, и почему лично вы решили принять в нем участие? Пробег преследует две основные цели. Это популяризация чистого, экологичного и экономичного вида топлива газ-метан. Вот, к сожалению, у большинства населения нашей страны есть путаница относительно метана и пропана. Так вот, мы говорим о метане, который легче, чем воздух. Он в случае каких-либо нештатных ситуаций сразу улетает в атмосферу и не скапливается на поверхности Земли. То есть это самое безопасное топливо, которое и самое экологичное. Вот. Поэтому это была первая цель, это рассказать о том, что есть альтернативное топливо, и уже есть машины, которые выпускаются в базовой комплектации с данным оборудованием. В пробеге участвует Ларгус на метане, Веста на метане, причем это машина, на которой я еду, она уже с пробегом 2017 года выпуска, это где-то сейчас уже 110 тысяч километров. Вот. Дальше автобус, который выпускается в Татарстане на метане, и Скания, который тоже выпущен сразу в базовой комплектации на метане. Вот эти 4 машины составляют ядро автопробега. В каждом городе присоединяется определенная группа энтузиастов, или муниципальная техника в основном, или там другие виды техники именно на газомоторном топливе. Вот. И вторая цель – это показать экономику данного пробега. То есть могу рассказать про все машины, в принципе, потому что я веду как раз вот эту статистику. По Весте это рубль 20 на 1 километр пробега. Сравнить с бензином было бы где-то 4,5 рубля на километр пробега. По Ларгусу ситуация где-то рубль 20, рубль 30 на километр пробега. По автобусу и по Скании могу сказать, значит, сколько они потребляют газа на 100 километров. То есть Скания потребляет 30 кубических метров при стоимости газа в среднем 18 рублей за кубометр. А значит, автобус 20 кубических метров на 100 километров пробега. Поэтому вооружитесь, пожалуйста, калькулятором, посчитайте. Это очень экономичный вид передвижения. Вот. И, соответственно, по экологии это где-то уменьшение выбросов в атмосферу в 5 раз. Вот эти два фактора. Сейчас многие города, в частности, вот Новокузнецк, объявил город чистого воздуха. Вот во многих городах нас встречали энтузиасты, которые вот выступают за экологические программы. Поэтому вот сочетание экономики и экологии при использовании метана, оно, собственно, и подвигло, значит, на это путешествие. Второй вопрос, который вы задаете, почему лично я поехал в это путешествие. Тут несколько причин. Я частный предприниматель, как вы сказали, работаю в инновационной компании Termin Group, которая ставит свои задачи популяризацию инноваций в области транспортной инфраструктуры. То есть наши основные клиенты – это горнодобывающие компании, компании, которые перевозят нерудные материалы. Ну, там достаточно высокие затраты на топливо. То есть в любой транспортной компании это 50% всей себестоимости перевозки – это топливо. Поэтому мы предлагаем
И моя задача была, в общем-то, встретиться с энтузиастами и транспортными компаниями в каждом городе для того, чтобы найти новых сподвижников, новые партнерские отношения. Ну, собственно, пока мы задачу эту выполняем, и в каждом городе мы пока обмениваемся визитками и договоренностью на следующей встрече. То есть дело идет. Вы проехали уже Иван? более 5000 километров. Были ли во время автопробега сложности с тем, чтобы найти метановую заправку? Да. Я бы не сказал, что проблема катастрофическая, но метановых заправок на сегодняшний момент около 500. Есть два приложения, которые помогают искать метановые заправки. Есть на нескольких сайтах карты метановых заправок. К сожалению, ну, скажем так, метановые заправки не находятся, обычно находятся на окраинах, и реклама и подводящие знаки практически отсутствуют. Вот. Это вот то, что мы фиксируем, то, с чем можно работать. То есть метанозаправки есть. В каждом городе, где мы были, 2-3, ну, есть минимум одна заправка, потому что мы проезжали по городам, маршрут выстроен по городам, где есть заправки. Вот. Да. Есть такая проблема, но это, скажем, такая не катастрофическое состояние. То есть заправки есть. Мы проделали 5200 километров. Только на одном перегоне из Новосибирска в Омск, там был перегон 660 километров, моя машина, и машина Ларгус, они вынуждены были использовать бензин. У нас битопливные машины, они заводятся на бензине, потом автоматически переходят на газ. Вот наши большие машины имеют запас хода на уровне 1000 километров, поэтому они, естественно, заправлялись, они моногазовые, они ехали без заправок другим видом топлива. Вот. По заправкам, конечно, есть много вопросов. Главные вопросы связаны с теми требованиями, которые есть на заправках с точки зрения самой заправки. То есть нужно высадить пассажиров, нужно предъявить документы на газовое оборудование. Вот. И только на одной заправке, вот мы посетили порядка 20 заправок, были необходимые удобства для пассажиров или для водителей, то есть места отдыха, места ожидания заправки. Заправка занимает там 5, 7, 10 минут, зависит от того, ну, скажем, какой баллон находится в автомобиле. Это про заправки. А были ли еще какие-то сложности в дороге, с которыми вам пришлось столкнуться? Ну вот такой казус есть, на который бы хотелось обратить внимание. Это так как у нас машины заводские, выполнены все были на заводе, и там было установлено штатное оборудование, поэтому мы ожидали, что той документальной базы хватит для предъявления на заправке, чтобы нас не спрашивали дополнительные документы. Но выяснилось, что нет. Есть некое рассогласование. Вот. И, к сожалению, в дилерских центрах, где машины были приобретены, такие документы утерялись. И вот для Ларгуса это могло бы закончиться сходом с дистанции. И только заехав в Тольятти, где производятся такие машины, нам выдали дубликат этих документов. То есть явно существует провал информации между производителем автотехники и продающей организацией. То есть там в продающей организации недостаточно мотивированные сотрудники, ну и сам видно бизнес, на то, чтобы пропагандировать, продвигать именно газовую тему. Но это вопросы решаемые. Они решаемы на уровне просто доп. Мотивации тех компаний, которые продают газовую технику. Кто уже будет мотивировать, то ли рынок, то ли, соответственно, продавцы газа, это вопрос, ну, пока открытый. Надо думать, как это сделать. Но вот если говорить о тех городах, где вы побывали, насколько распространен этот вид топлива и как к нему относятся автолюбители, с которыми вам удалось пообщаться? В основном сейчас газовая тема продвигается в муниципальные автобусы. То есть, ну, это понятно, что автобусы всегда находятся в городе, у них локальные маршруты, достаточно напряженный график, и вот в основном это автобусы. Ну, все, кто использует автобусы в качестве транспортной техники, они, конечно, говорили нам, что автобусы уже едут, техника, как правило, уже с импортными моторами,
вот, заправляются с заправками, вопрос решили. Что касается автолюбителей, которые были частные, то их немного. Вот. И возникает такой парадокс, что большинство автолюбителей в городе, они вообще не знают о том, что существует такая газовая тематика и где находится ближайшая газовая заправка. То есть на сегодняшний момент вот, мы со всеми пресс-службами общаемся и спрашиваем, что давайте совместно как бы пропагандируем хотя бы место локации данной заправки. Около данной заправки точно живут люди, есть автомобилисты. Попытаемся сделать так, чтобы они сделали правильный выбор и создадим им условия, которые лучше, чем на бензиновых заправках. Поэтому да, заправок не хватает, но это всегда не будет хватать заправок. Вот, поэтому нужно заниматься теми ресурсами, которые есть уже сейчас. Их, поверьте, достаточно. Ну вот про газомоторное топливо, тем не менее, ходит много разных разговоров, мифов и слухов. Ну, например, что плохо влияет на двигатель, говорят, сушит. Может нам эти мифы опровергнуть или подтвердить? Действительно ли это так? Вы знаете, я могу говорить за собственный опыт. У нас в компании вот есть служебная машина, на которой я уже скажу, что проехал сейчас, смотрю на спидометр, 111 869 километров. Вот. Я использую обыкновенное масло, ну, импортное, да, Liqui-Moly, без рекламы. Но, тем не менее, ничего с двигателем не происходит. Эта машина точно пройдет еще такое же расстояние. То есть я, в принципе, знал, когда ехал в пробег, что ничего такого сверхъестественного не произойдет. Вот. Что касается сушит, не сушит двигатель, то наоборот, как бы двигатель работает без растворения того масла, которым двигатель смазывается. Поэтому, как правило, все утверждают, я с этим согласен, где-то ресурс двигателя увеличится в 1,5 раза. Ну, в два обстоятельства, что, ну, скажем так, немножко из техники, что степень сжатия там в двигателе бензином где-то 8,5, а октановое число газа, метана, где-то на уровне 125. Поэтому никаких детонационных явлений точно не будет. И для двигателя просто более комфортная, скажем, жизнь. В остальном обслуживание автомобиля, оно точно такое же, ничем не отличается от бензинового автомобиля. Вот. Фобия в основном возникает на тему, что путают по-прежнему газ метан с газом пропан. Поэтому это одна из проблем, как сделать так, чтобы... Поймите, я не против пропана. Это тоже лучше, чем ездить на бензине, потому что он все-таки более как бы стабильно горит, у него более высокое октановое число. Но все-таки он менее экологичен и менее экономичен, чем метан. Поэтому надо на заправках строго разделять, как это сделано в Европе и в мире, что есть пропан, а есть метан. То есть это такая аббревиатура, чтобы не было у населения газ и газ. А какой газ, вы там сами разбираетесь. Вот. Основные фобии возникают относительно того, что значит, мало места остается в Весте или в другом газовом автомобиле, потому что туда установлен баллон. Ну вот поверьте, мы ехали втроем, вчетвером, и все вещи, которые были в съемочной группе, они находились в багажнике данного автомобиля. Вот. Дополнительно, если нужно куда-то поехать в отпуск, то всегда существуют сейчас аэробоксы, существуют на фаркоп установлены специальные корзины. То есть это тоже проблема, скажем так, она решается уже достаточно эффективно при наличии специальных устройств. Но вот учитывая все озвученные вами очевидные плюсы использования метана, как и что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы начался массовый переход автомобилистов на газомоторное топливо? Ну, первое, я считаю, что нужно, чтобы возник некий гражданский договор в обществе о том, что модно использовать экологичные и экономичные виды техники. Вот это должно быть стать модно. А не модно ездить на АМГ, не модно использовать большие моторы с большим выхлопом углекислого газа. Это первое, что должно быть. Второе, нужно, наверное, посмотреть на те ресурсы, которые уже есть. То есть я смею утверждать, что если по вашему пути следования на работу или с работы находится газовая заправка, вы можете, в принципе, подумать о том, что вам нужно, имеет смысл посчитать экономику. То есть, конечно, ездить там за 50 километров до заправки, но это неправильно. Вы нанесете больше экологический вред, сжигая неважно что. Но если по пути следования ваших наиболее частых режимов передвижения находится газовая заправка, вам имеет смысл задуматься.
Вот эти два века. И третий показатель. Не ждите, что кто-то вам что-то сделает. То есть переходите, думайте сейчас сами. То есть мы же сейчас находимся, скажем, в таком информационном поле, что можно посмотреть в интернете, можно посмотреть в YouTube, можно найти различные примеры. И начните с себя. Не надо ждать, когда государство или кто-то создаст такие шоколадные условия, что вам тут деваться просто некуда будет. Вот эти три достаточно простые вещи. То есть медиа создает некую среду, в которой модно, почетно ездить экологично, экономично. Люди смотрят на эту ситуацию и говорят, да, недостаточно заправок. Почему их недостаточно? Потому что у них загрузка составляет 20-30%. Как нам сказали вот в Новосибирске представители «Газпрома», 4 года после постройки заправки они работают в убыток. А почему? Потому что не хватает клиентов. Потому что клиент не голосует за это. Если бы вот у нас был такой некий гражданский договор о том, что мы включаемся в эту работу, те люди, которые собирают раздельно мусор, власть включается, сама покупает и показывает пример, покупает 1-2 газовых машины, тогда это все в наших силах. Тут не надо ждать никаких чудес и каких-либо субсидий от государства. Они и так есть, но сами все субсидии не работают. Ну, такие достаточно простые, мне кажется, решения можно было бы использовать. Но вот этот автопробег завершится в Мирном. Есть ли что-то, помимо автопробега, в котором вы принимаете участие, что-то, что вас связывает с нашей республикой? Да. Вообще в автопробег нашу компанию, и меня лично пригласила компания «Алроса». То есть мы работаем в Якутии, у нас есть представительство в Алдане, там мы работаем с компанией «Золото Селегдара». Вот, надеемся, что у нас все будет нормально и с «Алросой». То есть у нас несколько технологий в команде «Термин Групп». Это и технология сбережения шин. То есть мы, в принципе, конечно, рассчитываем, что мы высадимся. Сейчас мы уже высадились в Алдане, вот, но вот высадимся или в Мирном, или в Айхале. Вот, поэтому, конечно, Якутия богата газом. Есть заправка в Мирном, есть заправка в Айхале, есть завод по СПГ в Нижнем Бестяхе. То есть поверьте, что вот такой... Есть люди, которые есть энтузиасты этого дела. Есть техника, которая нуждается в использовании газа. Вот есть партнеры, которые готовы в этом участвовать. Опять же, все говорит за то, что надо заключать некие такие долгосрочные договора. Поэтому в Якутии мы собираемся работать. Мы уже работаем в Якутии. Андрей, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. От всей души желаю вам счастливого пути и хорошо добраться до конечной точки автопробега. Спасибо, Иван. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью» на том, как проходит автопробег Санкт-Петербург-Мирный. Об ожиданиях и реальностях проекта перехода на газомоторное топливо мы говорили с участником автопробега, предпринимателем из Санкт-Петербурга Андреем Ломагиным. До встречи в эфире.